На суд профессионального жюри конкурса журналистов «Взгляд» были представлены 33 работы в разных жанрах: очерк, репортаж, аналитическая информационная работа, лучшее интервью. В номинации «Лучший репортаж» в печатном или электронном издании первое место заняла корреспондент ГТРК Рада Чачава, второе – Хасида Малия, третье – Дарья Архипова. Моя работа была с предпремьерного показа спектакля «Русдрама. Роман с кокаином». Я знала, что участвую, безусловно, но я не думала, что займу первое место. Это очень приятно, это очень волнительно. Я хочу сказать, что подобные конкурсы на самом деле очень важны для журналистского сообщества, в особенности для молодых журналистов. И, конечно, я не могу не поблагодарить абхазское телевидение в лице руководства Анны Ивановны Гуня и Агарба Ирины Шотовны, потому что на самом деле они всегда поддерживают, всегда помогают, всегда направляют, и любой успех, на мой взгляд, это все-таки наш общий успех и всей команды, и всего Ньюзрума, и всего телевидения. В своих сюжетах я всегда стараюсь находить героев и рассказывать их истории, потому что, в принципе, в материалах истории людей это самое ключевое. И я вспомнила про человека, который работает пилотом, и, оказывается, он как раз отучился по квоте уже второй год в Абхазском аэропорту. И вот так получилось насытить этот материал, и было решено его отправить. В номинации «Лучшая аналитическая информационная публицистическая статья» победил корреспондент «Спутник Абхазия» Бадра Кавицба. Работа была на тему абхазо-российских отношений, в частности, о возможном вступлении Абхазии в союзное государство Белоруссии и России. Об этом в последнее время очень много говорится на высшем уровне. Я, честно говоря, не расцениваю эту победу как свою личную, потому что это победа нашей редакции, так как выбор темы, ее актуальность определяется, естественно, редакцией. Моя задача была, так скажем, не испортить задумку нашей редакции. Если это получилось, то я рад. В номинации «Лучшее интервью» первое место заняла Лиана Ибжно, второе – Нала Мукба, третье – Виктория Думава. В номинации «Лучший фоторепортаж» победила Эльза Чанба. В номинации «Лучший очерк» первое место у Асмат Свижба, второе – у Дианы Пабба. На третьем месте – Бадри Исава. Конкурс «Взгляд» дает возможность представить свои работы как журналистам со стажем, так и начинающим. Диана Пабба – студентка 4-го курса кафедры журналистики АГУ. Ее работа не осталась незамеченной. Я являюсь студенткой Абхазского государственного университета, а мое направление – это русская филология. И когда нас известили о том, что существует такая возможность, я подумала, что, наверное, моя работа тоже имеет место. И я написала о своей семье. Как ни странно, у нас в Абхазии, в стране очень гостеприимной, частое присутствие, собственно, имеют межкультурные браки. Моя бабушка – это русская женщина, которая вышла замуж здесь, мой папа абхаз, а моя мама русская. И я писала о том, какой культурный фонд моя бабушка вложила в меня, культурный код, который является общим. У нас в России это русские сказки, это русский фольклор, это русская печь, и все это я впитывала вместе с ее воспитанием, и, собственно, об этом и была моя работа. Вот. Я хочу сказать спасибо всем, кто сегодня присутствует. Это была чудесная возможность выразить все то, что мы думали, и спасибо большое. Победителям вручили цветы, памятные подарки и денежное вознаграждение. Работы всех победителей войдут в шорт-лист конкурса «Честный взгляд», который пройдет в декабре этого года в Москве. А занявшие первое и второе места поедут в столицу России на подведение итогов. Специальными дипломами за мастерство и сохранение традиций профессиональной журналистики в области российско-абхазского сотрудничества наградили журналистов Екатерину Бебия и Лилиану Яковлеву. Вот уже второй год подряд в республике проходит конкурс журналистов «Взгляд». В этом году он посвящен памяти военного корреспондента ТАСС Андрея Соловьева, отдавшим жизнь, чтобы заснять триумф победы в Отечественной войне народа Абхазии. Вчера едем из аэропорта в сторону Сухума и видим мемориал с золотыми буквами, посвященными героям. А у этого мемориала абсолютно свежие цветы. Это удивительно, как бережно относятся к истории в Абхазии и как чтут героев Абхазии.
Огромное вам спасибо и низкий поклон за то, что по-прежнему так любите и почитаете нашего корреспондента ТАСС Андрея Соловьева. В рамках мероприятия генерального директора информационного агентства России ТАСС Андрея Кондрашова наградили медалью Министерства обороны Республики за поддержание мира в Абхазии. В торжественной церемонии награждения приняли участие вице-премьер-министр финансов Владимир Делба, первый вице-премьер Женсух Нанба, чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин. Совсем недавно многие из нас присутствовали на церемонии открытия памятной доски на том месте, где Соловьев погиб. Второе большое впечатление было совсем недавно, 10 ноября, в День милиции, когда мы возлагали цветы у памятной доски погибшего кубанского казака, заместителя начальника УВД Сухума Сидоренко, который накрыл собой гранату и тем самым спас жизни своих коллег, своих сослуживцев. Хотел бы перекинуть мостик к событиям на Украине. Когда в 1992-1993 россияне пришли на помощь абхазам, так и сейчас абхазы плечом к плечу с россиянами сражаются там, где проходит специальная военная операция. Многие из них погибли, еще больше продолжают воевать, но это как бы свидетельство той цементированной дружбы, того братства, того единения, которое, несмотря на то, что Советский Союз уже остался только в нашей памяти, живет в народе Абхазии, живет среди россиян. Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашик рассказал, что после Отечественной войны российские журналисты вместе с абхазскими успешно прорывали информационную блокаду, созданную политиками, и связывают их не только профессия, но и теплые человеческие отношения. В те годы, в 90-е годы, сформировалась такая симпатичная, такая солидная журналистская команда, которую мы между собой называли «Друзья Абхазии» среди журналистской большой команды Российской Федерации. Это в основном Первый канал, это ВГТРК, эти люди, которые постоянно в качестве военкоров приезжали в Абхазию. И самое симпатичное то, что мы, абхазские и российские журналисты, которые познакомились здесь в боевых условиях, мы продолжаем эти человеческие отношения, мы продолжаем дружить. Организаторы конкурса представительства Россотрудничества в Абхазии, посольство Российской Федерации в Республике Абхазия, Министерство культуры и Союз журналистов Республики. Оценивать работы было сложно, отмечают члены жюри конкурса, ведь у каждого свой особенный подход к материалу. Очень трудно как-то классифицировать были работы, потому что были работы и молодых наших журналистов, начинающих журналистов, студентов и людей, которые отличаются профессионализмом высоким, которые чтят традиции сохранения вот той профессиональной журналистики, которая свойственна была для России и Абхазии. Я благодарю всех членов жюри, кстати, и Наталью Васильевну Каюн, ваш сотрудница тоже это. Вот. Ее, кстати, дважды. Вот. И за то, что она была в жюри, потому что она и занималась организационными вопросами, еще и в жюри заседала. Молодец. Поэтому дважды. Вот. И, конечно же, каждого из членов жюри, с кем довелось поработать, это Роберт Джопа, это Анна Гуния, это Анжела Кучеберия, тоже ТАСС, и Мадонна Квицини. Если я кого-то забыл, потом там на улице разберемся. Заместитель генерального директора ГТРК Анна Гуния, один из членов жюри конкурса «Взгляд», также подчеркнула, что судить было непросто, и отметила работы как журналистов со стажем, так и начинающих. Были работы опытных журналистов, которые в нашей профессии уже много-много лет, и студенты. Какие бы материалы я отметила? Например, для меня новое имя Диана Паппа. Она студентка 4-го курса. Я прочла, не отрываясь ни на минуту.
Понятно, она молодая, но она уже мастер пера. Я считаю, что у нее хорошее будущее в журналистике. Выделю материал Батрака Авицба. Это единственный материал, аналитический материал, серьезный, хороший, качественный. Фаина Кондратьева. Мне обидно, что она не попала в основной конкурс. У нее был очень хороший материал. Это Абсномедиа, Республика Абхазия, Фаина Кондратьева. Я хочу, чтобы зрители запомнили ее имя. Она пишущий, хороший журналист. Во-первых, у нас очень много накапливается материала на АГТРК. Мы на тему «Россия-Абхазия» делаем по всем практически номинациям, и в интервью, и в репортаже. Мы сказали, надо создать папку, назвать Россотрудничество конкурс 2024 и будем скидывать туда все эти материалы на тему Абхазия-Россия. То есть мы готовимся к следующему году, возьмем все номинации. За участие в конкурсе «Взгляд» также наградили ряд участников, которым не удалось в этом году занять призовые места. Но это не повод расстраиваться, а наоборот стимул работать еще больше, творить. Ведь конкурс «Взгляд» стал ежегодным. Гугуца Вардания, Раму Камке, Абхазское телевидение.